Наши соседи стали обвинять нас в краже их истории и присвоении героев. Это, конечно, серьезное обвинение, тем более, что народные герои – это фактор, по которому определяется ментальность того или иного народа. У каждой нации на первом месте в народной памяти в ореоле славы хранятся имена тех, кто отдал свои силы и жизни за свободу, независимость, честь и достоинство, которые передаются из поколения в поколение. Возможно, еще не все знают, но ингуши – единственная нация Северного Кавказа, что добровольно приняла российское подданство и не приняли участие в освободительной войне горцев Кавказа против царской России. У многих сразу возникнет вопрос: а как же осетины? Осетины оказали более упорное сопротивление колонизации, но об этом в другой передаче. Для сомневающихся прочтите книги Пота «Кавказская война». Давайте же ознакомимся народными героями ингушей. Базоркин Бануха Федорович, генерал-майор Российской императорской армии. Родился 21 сентября 1830 году в селении Базоркино, Владикавказского округа Терской области, в семье офицера русской армии. Обучался в Тифлисской духовной семинарии. На военной службе с 1845 года. Христианин, участник Кавказской войны 1817-1864 годов. За мужество и храбрость, проявленные в боях с войсками имама Шамиля, награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени, серебряной медалью за храбрость, золотой медалью за храбрость в 1850 году произведен в юнкера, в 1851 году произведен в первый офицерский чин прапорщик. Во втором браке жена Нина Кундухова, родной брат Мочкха Федорович, один из первых ингушских офицеров русской армии. В 1825 году в Ингушетии родился Уцейга Малсык Дулдиев, дослужился до чина штабс-ротмистра лейб-гвардии Его Императорского Величества. Как офицер царской армии участвовал в многих сражениях в предгорьях Кавказа против отрядов имама Шамиля. В одном из них он и сложил голову. Убит Наибом Садовой Батыговым. Вместе с ним в бою погибли еще трое его спутников: Гайты Мальсагов, Ленар Сахаша Гульгов и Холмурза Долдиев. Бекбузаров Сосланбек Сосуркоевич, генерал-майор русской армии. Родился 4 октября 1865 года в селении Кёскин, Назрановского округа Терской области, в семье небогатого крестьянина. В 1883 году окончил Владикавказское реальное училище, а в 1885 году поступил в Киевское юнкерское пехотное училище. После его окончания Бекбузаров в чине прапорщика начал свою военную службу в 45-м Днепропетровском пехотном полку. Укуров Тонт Наурузович, генерал-майор русской армии. Родился 17 мая 1865 года в высокогорном селе Гуле, Циаринского общества Горной Ингушетии. Начальное образование получил во Владикавказской гимназии. После ее окончания образование продолжил в Ставропольском реальном училище, затем в Московском пехотном юнкерском училище, которое закончил в 1889 году. Военную службу начал в чине подпоручика командиром роты ратников государственного ополчения в 44-м Камчатском пехотном полку. Жена Евгения Кундухова. Мальсагов Сафарбектов Султанович, генерал-майор русской армии. Родился 26 июля 1868 года в Г. Владикавказе, административном центре Терской области, в семье потомственных военных, которые за многолетнюю службу России высочайшим приказом были причислены к сословию дворян Терской области. Среднее образование получил во Владикавказском реальном училище. В 1885 году, после окончания училища, Сафарбек Мальсагов выбирает путь военной службы. Он вступает рядовым, на правах вольно определяющего, в 45-й Драгунский Северский Его Величество короля датского полка. Нальгиев Эльберт Осмарзевич, генерал-майор русской армии. Родился 4 ноября 1863 года в селении Сурхохи, Назрановского округа Терской области, в семье военнослужащего. Образование получил во Владикавказском реальном училище. После его окончания в 1883 году поступил в Ставропольское юнкерское кавалерийское училище, которое успешно окончил в 1885 году. Военную службу в русской армии начал в чине урядника в 1-м Сунжинско-Владикавказском полку Терского казачьего войска. Руслан Султанович Алшев, генерал-лейтенант, родился 29 октября 1954 года, Казахская ССР.
участник войны в Афганистане. Эпизод, за который Руслан получил Героя СССР, произошел в 1982 году. В это время он служил в должности командира мотострелкового батальона 180-го мотострелкового полка 108-й Невельской краснознаменной мотострелковой дивизии. Как командир батальона он получил приказ уничтожить крупную банду муджахедов, которая засела в кишлаке Катай-Ашу. План для боя Аушев принял следующий. Он решил окружить кишлак, после чего уничтожить засевших там боевиков. Поначалу все так и шло. Однако, когда маджахеды оказались окружены, они приняли решение всеми своими силами пойти на прорыв. Прорыв был осуществлен на участке 6-й роты. И, вероятно, план боевиков осуществился бы, если бы Аушев не выдвинул резервы к месту прорыва и не отбил атаку. Зязиков Мурат Магометович, генерал-лейтенант ФСБ, президент Республики Ингушетия, апрель 2002 год, октябрь 2008 год. Родился 10 сентября 1957 года в городе Ош, Киргизской ССР. В 1980 году окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета имени Толстого, город Грозный. Южно-Российский гуманитарный институт по специальности юриспруденция, город Ростов-на-Дону. В 2002 году. В 1984 году высшие курсы КГБ СССР. Юнус Бек Бамадгереевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарском пригородного района Северо-Осетинской АССР. Генерал-лейтенант ГРУ. В звании майора ГРУ Генштаба России стал участником спецоперации по взятию под контроль международного аэропорта Слатина близ Приштины, Косово, и удержанию его до прибытия основных сил российского контингента. За участие в Приштинской операции 13 апреля 2000 года Юнус Беку Евкурову было присвоено звание Героя РФ с вручением медали «Золотая звезда». По некоторым данным участвовал в спецоперациях на территории Чечни. Суламбек Сусаркулович Асканов, генерал-майор авиации, родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. После окончания школы поступил в ремесленное училище в Грозном. Одновременно учился в местном аэроклубе. В 1966 году с отличием окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков и стал летчиком-инструктором в звании лейтенанта. В 1969 году назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи, первым удостоенным звания Героя Российской Федерации. Звание ему было присвоено указом президента РФ номер 384 от 11 апреля 1992 года, посмертно. А теперь перечислим героев чеченского народа, которых народ помнит и чьи имена передаются последующим поколениям. Батука Шатоевский, уроженец аула Гушкёрт, наиб Шатоевского округа. Наиб Батука, чеченец из Тейпа Памятой, был другом Шамиля. Он в свое время принимал у себя имама, когда тот перебрался в Шатой. Батука сопровождал Шамиля во многих походах, в ходе борьбы против царских войск принимал участие в сражениях. В 1851 году царские войска под командированием генерал-майора Николая Слепцова пробились вглубь Малой Чечни, в верховье рек Валерик и Шалаш. Один из местных наибов Алхан обратился за помощью к Шамилю, и имам прислал на подмогу 300 человек и 150 конных горцев под командованием наиба Батука. Чеченский абрек Вараг Гехинский участвовал в Бенойском восстании 1860-1861 годов под началом наиба Атабая, являвшийся последователем Кунта-Хаджи, долго преследовался властями. По указанию чеберлоевского пристава Гуданата Мударова он был окружен в одном из домов Новоатагинского аула крупным отрядом царских войск и после отчаянного третьего-часового единоборства был убит. В его честь в Чечне была сложена песня, а в память измены народному делу Гуданата были воздвигнуты в Чечне по дорогам кучи камней, к которым каждый прохожий обязан был присоединить от себя камень, произнося вместе с этим проклятие тому, кто был виновным в убийстве Вары. Джавадхан Даргоевский, чеченский полководец XIX века, участник Кавказской войны, в котором руководил наибством Большая Чечня, принадлежал к Тейпа-Белготой. С 1840 года наиб Большой Чечни, а также некоторое время наиб Шатоя. 6 июня 1840 года возглавил разгром русских под Валериком. В октябре 1840 года участвовал в походе на Аваристан с восточного фланга. Умер от ран летом 1842 года.
Зелимхан Гушмазукаев или Зелимхан Харачоевский, годы жизни 1872-1913, известный чеченский обрек. Представитель тейпа Харачи, перечислять все его деяния не будем, ибо они и так у всех на слуху. Иса Гиндергенаевский, военный и политический деятель Кавказа первой половины XIX века. Генерал Наиб Имамата, участник битвы при Валерике. В августе 1840 года Иса направил свои войска в Дагестан, где принял активное участие при разгроме местных князей и установлении власти имама Шамиля. После этого был назначен Шамилем Наибом Большой Чечни. Вскоре под его руководство была передана область Аух, которая ранее являлась самостоятельным наибством. В 1845 году Иса командовал в сражении при Дарго, где была разгромлена многочисленная русская армия, убито 4000 солдат. Умер от болезни в декабре 1845 года. Его последними словами были: «Много лет провел я на войне за Газават, надеясь, что паду на поле боя. Не думал я, что придется умирать в постели. И все-таки я верю, что мои заслуги зачтутся мне на том свете». Шойб Муллат Циантароевский. Годы жизни 1804-1844 года, чеченский полководец времен Кавказской войны, маршал Лесной войны, самый приближенный и доверенный наиб имама Шамиля. Шойб родился в селении Билта-Эвла. В юности Шойб получил хорошее образование, владел, кроме родного чеченского, арабским, кумыкским, аварским языками. В общем, языков, которые знал Шойб Мулла, было 13. Был одним из самых талантливых полководцев имамата. Бейбулат Таймиев, годы жизни 1779-1832, чеченский политический и военный деятель конца 18 первой половины XIX века, участник Кавказской войны. Пушкин в своем очерке «Путешествие в Арзрум» называет его грозой Кавказа. Осенью 1802 года с группой в составе 7 человек Бейбулат перебрался на левый берег Терека, напал на казачий кордон и убил 11 казачьих дозорных, отомстив тем самым за своего убитого друга. Еще молодому Бейбулату этот поступок дал имя отчаянного обрека. Таймиев был одним из самых авторитетных военных руководителей чеченцев. Его атаки оборачивались для русских войск тяжелыми поражениями. Байсангур Бенаеевский, годы жизни 1794-1861 года, чеченский полководец XIX века, наиб имама Шамиля. Участник Кавказской войны 1817-1864 годов. Известно, что в 1825-1826 годах Байсангур принимал участие в восстании под руководством Бейбулата Таймиева. В 1834 году Байсангур примкнул к национально-освободительному движению горцев Дагестана и Чечни. В 1846 году в боях с российскими войсками графа Воронцова наиб потерял руку и глаз, а в 1847 году в боях за Гергебель ему пушечным ядром оторвало ногу. В результате такого серьезного ранения он попал в плен к царским войскам, из которого его вызволили мюриды Шамиля, напавшие на конвой, который переправлял Байсангура в крепость Грозный. 25 августа 1859 года после пленения Шамиля, вернувшись в Беной 8 мая 1860 года, Байсангур, Султамурад Беновский, бывшие наибы Шамиля Умадуев и Атабай Атаев подняли новое восстание в Чечне. В июне того же года отряд Байсангура и Султамурада нанес поражение войскам русского генерал-майора М. Акундухова. После пленения 1 марта 1861 года Байсангур Беновский был приговорен к повешению по приговору военно-полевого суда и казнен. Шейх Мансур Ушурма, годы жизни 1760-1794 года, исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель Народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785-1791 годов, также известен как первый кавказский революционер. Хасуха Магомадов, последний обрек в СССР, участник антисоветского восстания на Северном Кавказе в 1940-1944 годах. Чеченец по национальности, выходец из тайпа Гатай, родился в 1907 году. Хасуха присоединился к отряду Хасана Исраилова, принимал участие в антисоветском восстании на Северном Кавказе. После депортации чеченцев и гибели Исраилова Хасуха оставался в горах и продолжал совершать нападения на представителей советской власти. По данным МВД ЧССР,
Хасуха Магомадов участвовал в 194 нападениях и лично совершил свыше 30 убийств. Среди убитых Магомадовым – начальник Советского районного отдела КГБ, работники партийно-советского актива, органов госбезопасности и милиции. Вплоть до своей гибели в 1976 году Хасуха находился на нелегальном положении, проведя таким образом в обреках большую часть своей жизни, свыше 35 лет. Перечислить же всех тех, кто стали героями новой эпохи, мы не сможем, приведем лишь список тех, кто был удостоен высшей награды Чеченской Республики Ичкерия ордена Кьонан-Си. Джохар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев, Аслан Масхадов, Абдул Халим Садулаев, Абалаев Айдамир, Абдулхаджиев Асланбек, Авдарханов Ахмад, Алихаджиев Руслан, Арсанов Ваха, Арсаев Асланбек, Астамиров Исан, Адгириев Турпалали, Гамадгириев Вахид, Басаев Шамиль, Басаев Ширвани, Баталов Абти, Белоев Балавди, Закаев Ахмад, Исмаилов Асланбек, Исрапилов Хункар Паша, Мадаев Иса, Махашев Казбек, Мавсаев Абу, Мунаев Иса, Мурдашев Вахид, Нухаев Хож Ахмад, Радуев Салман, Удугов Мавлади, Умаров Дакан, Халимов Ислам. Награжденных вообще-то было больше, но некоторые лишены этой награды, так как совершили измену и стали предателями своей родины и перешли на сторону врага. Проведя сравнение национальных героев, мы надеемся, что соседи успокоятся и поймут, что мы не покушаемся на их историю и героев. Да и герои у нас разные, как и ментальность. Нет у нас необходимости в такой истории с такими героями народа.